Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, уважаемые зрители, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях, у меня все необычные люди. Вообще сам человек по себе необычный, каждая личность. У меня в гостях историк, доцент, преподаватель Горецкой академии на факультете истории. Он не только историю преподавал. С этим человеком я знаком больше 20 лет. Он об этом не знает. Но я потом расскажу, где мы познакомились в первый раз. Вот. Но мне было очень приятно услышать его фамилию в комментариях, в письмах желающих пригласить на мою программу. Поэтому прошу любить и жаловать. Александр Исаакович. Каданчик Александр Исаакович. Здравствуйте. Я вот в преддверии нашей беседы узнал, что вам вот буквально стукнуло 70. Это правда. Ну, слушайте, до 70 лет вы выглядите очень хорошо. Дякую, конечно. Может быть, потому что вы сразу на следующий день по исполнению срока вышли на пенсию, а не марновали своє життя на праці? Не зовсім так. Справа в тим, що, як ви бачите, я Козірог, у студії не народився, так? І коли мені сповнилося 70, як ви сказали, а це було 10 років тому, то я для себе вже визначив, що більше я допрацюю до закінчення навчального року, більше працювати в академії не буду. Ну, для этого было несколько причин, они возникают в этом растлумачу. Конечно, позднее. Вот. И поэтому незадолго до закінчення навчального года, это был червень месяц, на черговом посещении кафедры, не факультета, а кафедры истории Беларуси, а докладе назывался кафедра истории и культурологии. Вот я загадчица кафедры, подарні Глушаковой Натальи Алексеевне, у приватній розмові після кафедри сказав, що Наталья Алексеевна, ви не клопотіться там про нагрузку, бо викладчицька праця така, що, я думаю, мене всі викладчики потримають. Як закінчується один год і починається другий год, то викладчику хвалює, а скільки годин там дадуть, а які факультети їм буде вести. Ну, бо від цього залежить, як ви розумієте, заробок від кількості годин. І чи буде скорочення персоналу, чи не буде скорочення персоналу. Вот. Поэтому я, как успокоить коллектив, покойте заочно, я сказал загадчице кафедры, что вы не клопотитесь про нагрузку для меня, бо я больше працевать не буду. И она так у вельми здивленной форме сказала, як же так, Александр Исаакович, контракт напереди ще. Я сказал, я прийняв рішення, і воно буде здійснено. Я сказал, ви ще передумаєте. Я кажу, ні, я не передумаю. Бо у таких питаннях, у таких гуль я ніколи не гуляю. Я на самой справе у лютым ще я прийняв рішення кончаткове, що я працювати більше не буду. Ну і потім, коли... Но это были очень уважительные причины или просто принципиально? Ну, для этого вас цікавят причины? Ну, конечно, ну а как же? Ну, есть или остаюсь, потому что хочу работать, плюс зарплата, плюс пенсия, или не хочу, потому что? Так, это, конечно, добре, коли пенсія і заробок є, так? Але тут було дві причини. Моцний штуршок для прийняття рішення дала ситуація з нашою методичкою, яку ми підготували для заочників у 2006 році. Тобто був конфлікт? Так, був конфлікт. Про це казали, і по радіо казали, правда, по радіо «Свобода», і білоруські газети писали, у приватності «Наша Ніва». Першою написала «Народна воля». Особисто со мною розмовляв кореспондент «Народної волі» Олесь Сивый, правда, по телефону. Ось. Ну і поэтому я прийняв рішення, що працювати становиться... Ніхто мене не виганяв. Скажу правду. Це не буде неправда, коли скажу, там адміністрація тиснула, чи що. Але влічуючи ту ситуацію, яка склалася, я розумів, що працювати мені буде некомфортно. Некомфортно психологічно, морально. Ніхто не прийняв. А другий фактор, що паралельно з цим, мені за кілька років ще до цього пропонували перейти в різне місце праці, і якби у мене був запасный мост для отступления. Но интригу вы не раскрываете до конца, да, мы попытаемся ее выяснить.
Краткая биография. Ну, як вы уже ведаете, народился я в 1947 году у шматдетной семьи селянской. Это вёска Моисеевичи. Был Стародорожский район, наш сельский совет. У 1966 году, 50 год тому, наш сельский совет отрезали от Стародорожского и долучили до Щиповицкого. Так что я стал в Минской области, коней Бобруйской был в области, потом Минской области, был Стародорожского района, Слуцкого района, вновь Стародорожского и стал Щиповицкого. Хотя до Щиповича нам зручнее с нашей вёски. Вёска у нас давняя, на березе знойдены неолитичные стоянки, на березе нашей пригожей вельми раки Птич. Колись еще в советские часы Советской Беларусі, і правда нават писали, что это одна з немногих рек у Беларусі, якая захавала свой первозданный такий выгляд. Но это было давно. Вось, я 11-е дитя в семье, сестра у Новолукові живе, у меня 12-е. Ну, на жаль, в нашей великой семье з нас засталося тільки троє вже. Это брат Микола, який живе в Петербургу, ему 87-й год іде. Вот была его старей брат Микола, вот да. Володя был, была сестра Мария, их уже нема. Ну и я не буду переличивать остальных. И осталась молодшая сестра моя Катерина. Она молодшая, но часом выглядает для меня как мать. Когда мы разом это так клопотится обо мне. Вот нас трое осталось. 12 детей. Ну, в то время, ну, это вот, было, конечно... Четверо померли в войну, одна сестра померла. В таком детском возрасте? Розный возраст был. А от чего умирали? Ну, как правило, от хвороби. От хвороби. 3 года оккупации, медицины да. не было. Поэтому... 3 года оккупации народными сродками. И один хлопчик помер уже, когда батька вернулся с фронта. Значит, народился и он, на жаль, помер так само. Да. Вот такая семья селянская, звичайная. Вельми працавітая. Хочу сказать, что ну, конечно, батька человек, это целая бригада. Батька мой был майстер на все руки. Это на самой справе. Он сам застался 2 года без батьки. Ось, и брат его застался молодший, так сам без батьки. Бабуля моя Арина. Значит, она была такая волевая женщина. Они закончили 4 классы церковно-приходской школы. Батьку додатково направляла еще учиться на шовца, сапожника на русском языке. На шовца. Ось. Ну, він був майстер на всі руки, на самій справі. Не було такої справи в'язкової, якою б він не вмів робити, і причому робити якісно. А разве в то время можно было быть по-другому должно быть? Ну, видите, коли у вёсцы каля 100 дворов, все-таки можно поравнать, кто як, что робит, як относится до працы. Ну, в то время как раз-то и, по-моему, если ты не умеешь ничего делать, то реально ты не выживешь, потому что... Ну, конечно. Ну, китайский вариант, там чего-то нельзя было купить. Кроме того, что там орать, сеять, там, и так далее. Батька был выдатый плотник. Тесляр на белорусской мове. Лошадь, конь был в хозяйстве? Ну, покуль он не уступил колгасп, был. Батька... Покуль он не уступил колгасп. Да, покуль не примусили уступить у колгасп. Это в каком году? И он уступил у колгасп, уявите себе, после приходу с финской кампании в 40-м году. До этого часу он тримався, як это не дивно. Ну, разумеете? Ну, конечно. Коллективизация в 27 году, да, ведаете, почалась. И к початку другой пятигодки, 33-му году, в основном закончилась. Ось, ну, были у нашей вёсцы были люди, в Беларуси были исключения. Да, які были, скажем так. Сюда медленно доходила вот коллективизация. Ну, не то, что марудно. 2 чоловіки, які потерпіли, вони активно виступали. Вони були які там заможні, нічого, але вони активно виступали на сходах супроть об'єднання колгасп, не хотіли йти. І вони розтворилися на просторах великої країни. Сибири. Мы не ведаем. Учились? Звичайная сельская школа, 7-годка. 7-годка. Да. Хочу сказать, что в школу я пошел дотерміново. Коли цікавлять деталі, то я добре пам'ятаю, як я узимку сидів на печі. І прийшли 2 наставниці. Тоді така була система, що наставники ходили по хатах і записували малих дітей, які будуть поповняти клас. Формуватися клас буде. А обов'язкове було навчання в школі? Ну, хоч і все так. Тому що наставники виходили всі сім'ї, і ось я сидів на печі, був мороз, мати палила в печі, там звичайно на свою.
зимой ранок наступае позна. Вось, і заходзі ее настаўніцы, одна з іх моя цудоўная будучая першая настаўніца Ольга Наумовна Месько. Значит, не ведаю, еще в минулом году она была живая. Ось, они зашли и спытали у мамы: у вас малые дети есть? Она сказала: есть. А какие? А вот там Сашка на печи сидит. А сколько ему годов? А они сказали: ну, 5 годов. А не рано, в школу ему рано. Она сказала: так он умеет читать, писать, лечить. Ну, начала рекламу мне робить. Наставница, я не памятаю кто, наставница сказала: ну, покажите это чудо нам свое. И я добро памятаю это все. Наставница, мама каже: сынок, злезь с печи. Я ніколи не злазил. Я прямо прыгнул с печи на подлогу. Это был хит. Я прыгнув з печі там, встав, маці мне падае кавалак нейкай газеты. Здаецца, гэта былі, ці то «Калгасная правда» была такая газета выдавалася, яка потым была перамянена ў сельскую газету. Значит, падала такі кавалак і сказала: на, сынок, пачытай. Я чытаў бегла. Я не разумеў сэнсу слоў многіх, але мне сам працэс чытання даваў задавальненне. Я прачытаў там это хутенька, што не попросілі, не паглядзелі. А, ну давай запішам. Они думали, что малы пойдет в школу, ему не подобается это скукота там, значит, и он просто сам отсеется в Вене. Но мне школа вельми подобалась. Если когда старейший брат Петрок мой учился, и Аркадий учились, я прибегал в школу, чеплялся на подоконник и заглядал в окно. Покуль меня ночью не зловили, старейшие хлопцы, не завели в класс, ну, наставница мне дала, в той час были такие распаўсюдженные оловки, одна полова синяя, а другая червоная. Да. И дала сшиток чистый. И сказала: ты умеешь писать? Я говорю: умею. И пошел писать там некие слова, и она мне казала. Кто учил этому вас? А это наставница, яка учила уже в старейших классах. Не, дома. Специально, мабуть, не учили. Просто напереди меня шли старейшие браты, які, може, попутно, я не пам'ятаю, що хто-небудь сидів со мною і казав: вот так, это буде гэта буде так. Я за ими убирал, упитывал. И коли дальше, то я расскажу вельми цікавый эпизод, який сьогодні мне подобался, потому что вспоминать. Я сейчас вас перебью, уважаемые друзья. Краткая биография у нас не получится, поэтому мы не будем заканчивать, мы будем в течение биографии рассказывать Александр Исакович. Я очень не хочу его перебивать, потому что вот эти моменты для меня лично очень интересны. Поэтому биография будет идти параллельно истории развития и жизненного, скажем так, воспоминания Александра Исаковича. Ну, хай будет так. Так ось, я добре пам'ятаю, коли були великі морози, а морози були у той час часто доходили 30 за 30 і так далі. Навіть я пам'ятаю, коли вёски спинялися, табор циганов спинявся, і вони не витримлювали. Ще були кочові цигани, розумієте? Я захопив в цей час. І коли наші вёски, приклад на кілометр, там, коли мостках, ми казали, перший раз спинялися на такому звище, спинялися цигани, в шатрах. Но морози були такі люті, что они просились ночевать у кого. У нас было 2 хаты, как пятистенник, у обоих были 2 печи добрые. Вот. И, ну, не подумайте, что я так кажу на публику, так? Але мать была вельми добрый человек. И батька разумел, як на морозе тяжко. И 2 семьи цыганов мы несколько годов запар брали, коли самые мощные морозы, пускали их у хату. Конечно, но у вас же столько детей. А ничего страшного. Ну, как у нас сейчас говорят, сколько квадратов было квартира? Ну, сколько квадратов, мне тяжко сказать. Ну, раньше же дом был, ну так, добрый дом был, добрая хата. Ну так, прихожая и кухня. Сенцы. Потом первая у нас называли хата. Хата. Первая хата, где была печь, стояли, можно было поставить 2 ложки. Там стоял 1. Так, 1 ложек. Так, все дровляное, батька сам большая семья кушала. А? А кушала большая семья? А больше, ну там редко полили у печи. Вот летом, коли грубы сушили, зимой как теплее было. Вот. И у большей хати так само печь, стояло 3 ложки. Один из них был такий вельми шрезный, с такими высокими бортами. Там батько зробив, как дети не вываливались и ночью спали. И мы спали у 3, например, по 3 спали. Петя, як старейший, справа, там с краю. Я посередине, як молодший, Аркадий слева. Значит, вот, все нормально, все. А цыгану пришлось укладывать на подлогу. Ну, лишь бы было тепло и крыша над головой. Так. Вот. В хозяйстве сколько было скотины?
Хлеб же отдельно был? Конечно, конечно. У нас была добрая сяліба. Нічого ў хату не бралі мы ніколі. У нас была добрая сяліба, у нас добра вяліся свінні, так? Тады нельга было трымаць 2 каровы. Корову і телушку можна было. Коня нельга было трымаць. Тому що ви задавали питання, ці був конь. Коня аддалі, дакладней кобыла, по оповедах мафі і бацькоў, значить, і хлопцаў старейшых. Сівая кобыла была, і ў 40-м годзе аддалі. Калі бацька прыйшоў ужо з фінскай вайны, і чарговы раз абклалі падаткамі, таму што такога прымусу, скажем, там пагрозы, арышту не было. Але проста методично, спокойно обкладывали податками. Выканул в этом году податок. На наступный год он повышался. Выканул вновь повышался. Попробуй не выконай. Да, они забирали скотину, господарки. Одним словом, держава свою не упускала. Ну, так все это было. Так еще не держава свою не упуская. Когда податки не платите, то вас к этому вернемся уже. Вот. И ходили по дворах, як называли у нас у вёсцы, податковые агенты, так и называли агенты. И они были узброенные с наганами, револьвер менавіта. Я человек войсковец так само бывший, потому что служил войсковую службу. Вот. Не блытать пистолет и револьвер. Наган, системы наган. Вот они ходили, имели право отчинить любые двери, любую кладовку, поглядеть, где сколько живности, перелечить, переписать, сколько дерев в саде, и так далее, и так далее. Вот. І я розпитував батьки, ну як ти вступав у колгасп? Він каже, ну як, от повинен буде там за 40-й год податок виконати. Ну, податок повеличили, значить, ну не хапало ресурсу. У атамана не було золотого запасу. Ось. І треба було виконати до опошнього дня. Ну, наприклад, сьогодні там 27-е. 27-е повинен ти закрити. Коли нет, то завтра у тебя мають право уже прийти и забрать корову там, вывести там и так далее. На Зухим, не на Зухим я не буду. Ну, а договориться, что же, так серьезно, число в число? Все серьезно. Все было серьезно. Все было занадто серьезно. И батько розповідав, що коли закінчився його опошній день, завтра, наприклад, то він обійшов свояку, там собрати гроші ніякі, там, дав указання старшим братам, що ти поведеш корову туди в ліс ховати, ти, Володя, поведеш коня туди, ти, Марія, свиней погониш туди, у нас 40 метрів починався гущар, да. Такий, гущар починався. Ось. А сам 12 кілометрів до станції Фалічі, пьохом, і там, навіть при мені, раз у день проходив товарний тягник. Туди і назад. У конце техника была пляцовка, такая кондукторская, там ехал оховник с карабином. Ось. Ну, он дозволяв, він розумів, нельзя було сажати туди людей. Але ж там йому давали яйки, хто пляшку самогонки дасть там, значит, и так далее. Садились на эту площадку, пляцовку кондукторскую, эту оховницкую, в конце поезда, в конце тягника. И до старых дорог ехали 30 километров. Знову назад, таким же чином. Поэтому, коли він у Фалічах спинявся, туди і назад. От треба було вернутися там, ну, наприклад, до 17 годин. Батько поехал, не укладывается, по часе ведая, что не укладывается и он. Ну, тем не меньше, когда он приехал у Фалич, то он 12 километров бег бегом до дома. Как поспеть до заканчивания працовного дня, отдать паперки, что все податки заплачены. Вот. Когда он прибег, у дворы уже ходили, уже были хлевы отчинены, ходили податковые агенты, так называли их. Вот. Ну, скотины не было. Ну, я не буду переказывать те слова, які по словах батьки казали. Ну, приблизно. Приблизно, да. Приблизно те слова, які, ну, як кажуть, выходят за пределы русского литературного языка. Значит, и он им паперки, и они сказали, ну, как там говорят по телевидению России, перефразируя слова Путина, женщины асоциального поведения, так, скажем так. Вот этим словом.
Вот гэты раз вылузаўся, но наступны год ты не вылужишься уже. Ну, бацька пасля даў хей з мамай і сказаў, ну што, Куліна, мою маму звали Акуліна Павловна, хотя при хрещении, я глядел у церковной метрицы, значит, ей давалось римское имя, и усім давалось имя Акелина. И долгий час писалось Акелина. А потом, бо я неблаго выучил свою родословную, до 750 года, 1750 года, вось, и добро знакомы с документами архивными, писали, давали Акелина, причем святар не пытал там батьков, какое имя. И он заглядывал у святцы, на этом тыдні там святый Микола, значит, хлопчики 5 взрослых вёсок. У церковный приход, як его ходил в наша вёска, уходило 13 вёсок. Значит, привезли 5 хлопчиков хрестить, ну, значит, 5 Миколы. Привезли там 5 девчонок хрестить. Катерина там святая. 5 Катерин. Ну, они задумались. Ну, хіба что может там, кто и попросить батюшку, да, как это самое, такое имя. Ну, коли кто там думал... День ангела зато, да, понятно было. Коли кто думал долго, мабуть, так, я не ведаю, я не присутничал. Ось. Так я глядел, в один не хрестить, там народились ну, разные даты. А шохом хрестить, вообще там 5 Катерин, например. 3 Акелины, например, оптом, правильно. Ось и сказал, будем вступать в колгас. Ну и вступили в колгас. Легче стало? Были какие-то плюсы все-таки? Видать, я шмат разов задавал это питание батьку и матери. Хочу сказать, что у моей бабули по батьку Арины было полволоки земли. Я пытал, когда я еще был школьником, я пытал, энциклопедии не было, Гугла не было, так само. Тому я пытал у батьки, батька, тата, говорю, а сколько это полволоки? Он каже, ну, сынок, я и сам не ведаю докладно, ну, гектаров 9 было. Это разные земли. Вы видите, пановало общинное еще землевладание в нашем крае, и землю делили по ее коштовности, по уродливости. Поэтому щекоры давали кавалок добрый, кавалок горший и еще. Каданчику давали кавалок больше добрый. Это повинно было быть все недалеко один от другого? Ну, это было далеко. Чему это могло быть так? И разбежка у несколько километров могла быть. Делянка там, делянка там, делянка там. Значит, ну, для посеву, для лугов. Ну, по реформе Столыпина селянин имел право выйти на отруб, то есть община обязана была выделить ему землю, и он мог застаться у вёсцы, а землю в один кавалок собрать. Або выйти на хутор, когда ему выделяли кавалок, и он туда перетягивал свою селибу. Самостойную працу. Да, на селибу. Вот, ну, это в многих местах не было зроблено. Реформа Столыпина буксовала, так само, по разных причинах. Вот. Ну, и поэтому 9 гектаров, ну, а державная волока 21,3 гектара. Потому что волоки были так само в разных местах трошки рознились. Вот по волоке земли это 10, будем лишить гектаров. Но это была розная земля. Это не вельми шмат. Это не вельми шмат. Чому? Тому що, як писали економісти ще дореволюційні, для нормальної життєдійності сім'ї потрібно було ось якраз таки без якогось поширеної витворчості. Так? Тобто не расширенное воспроизводство, а простое, просто забезпечить больш-менш нормальный прожитковый уровень и добре перейти в інший год. Вот как раз такий надел повинен был быть земли, каля 9-10 гектаров. Ось. Так что створить там товарную господарку, продавать продукцию на такой землі, всім розне, это не вельми добре було. Що тичиться маті, то маті була з бідної сім'ї, з усім. І батько казав, що так, вони бідно жили. У маті була сестра і ще 4 брати. Тим не менше землі не було, мало було. І то, що мені казала мама, я не прибавляю, не добавляю. Тому що я так само вже дорослий чоловік, а мама померла 87 років, тому довгий час ми могли її розмовляти. Я питав її так само, ну от революція прийшла там, як, що? Поділили панську землю осенью 17 года. И семьи моей мамы, деду Павлу, Павлюку, як его звали,
Дразду, Дрозд прізвище було, виділили так само наділ панської землі, причому засіяний озимими. І мама розказала, що її мать, яка по церковному запису була записана Васса. Васса. Да, Васса. А у його звали Васюта. Я першопочатково думав, що Васюта від Василіса. А коли полез в архіви, то оказалося, що при хрещенні дали ім'я Васса. Ну, звали Васюта. Ось бабуля взяла дітей за руки, прийшла на це замерзше уже поле со скородою, де озимые пробилися, панской. Стала на колени і сказала такий сказ. Мать повторяла кожен раз, коли я перепитував. Вона сказала: «А мой ти, Ленінка, а дай тобі Бог здоров'я, що мої діти хліба поїдять». Але ми кажемо про те, як відносини до колгаса. Батько увесь час казав, що, звісно, у колгасі стало легче жити. Легче. Тому що позбавилися від великої господарки. Але, коли улічувати тое, і я захопив цей час, бо я з 10 років водив у колгасі коня, техніки не хапало, обганяли вручную, обганяли бульбу. На русском языке окучивали. Сейчас окучивают конем, да. Что тут удивительно. Да, ну да, у малых местах. Поэтому дети усі ми, як могли, допомагали батькам виконати той необхідний мінімум працовних днів, або трудоднів в колгасі. Да? Остатнє час на себе можна працювати. Значить, ось, каб ці працедні виконати і позбавити батьку, скажімо, дати більшому часу для іншої праці, ловить рыбу, на полювання ходить, рубить доми, робить окна, двери, бочки, там, колеса и так далее, и так далее. Значит, мы все як могли помогали. Доброхотно, не доброхотно, это інша справа. Але коли казали: «Сынок, будешь коня водить», ну так чему не пойти. Хотя это для малого это справа такая не тяжкая, коли конь добрый йде, а коли конь норовистый, а в одни кусають, а він хоче там рвануть управо чи вліво, да ще, не дай Бог, тобі босому на ногу наступить. Значить, ось коня ти ведеш, отак, морда коня вище, ніж твоя голова, значить. Писа коня, мы с писа коня выше, чем твоя голова, а ты идешь по бочке, глядишь, как он тебе там не притоптал криху. Ось. Вот так вот працевали и виконували працедні. Але мало что заробляли. До 53-го года мало что заробляли. Мало что заробляли. А, это ведомо? Да, это ведомо. Это ведомо. А ось після 53-го года, коли, ну, все кажуть так, що Маленков відмінив податки. Тут, конечно, Маленков был старшиня, я кажу, сьогодні прем'єр-міністром, старшиня Совета міністрів, а раніше називався. Ну, Маленков був дуже значимий чоловік. Так, ось. Але ж це було при Хрущові. Не сравнить з теперішніми прем'єр-міністрами. Так, це саме при Хрущові було. В то время, коли голови летіли потім був, здесь на Маленков хто остався? Ну, і інші потримали і відмінили податки. У колгасників не відмінили зовсім, а значно скоротили податки. Значно. Это при Хрущеве? В 53-м году. Да, у вересня 53-го года. С чего бы это? Ну, тому що сільська господарка приходила в занепад. Ага. Селяне задыхались. Хотя в то время пошло развитие, целину стали развивать. Ну, позднее, в 54-м. А, наверное, на этом фоне. На этом. Ну, вы разумеете, після війни відновлення господарки йшло у значній ступені, як і до війни. Великий тяжесть був складений на селян. На селян. С колгасов забирали. Не потому, что колгас сам по себе такая. Колгас першопочатково, мы так перебились вот со школы на колгасы и так далее. Колгас першопочатково это нормальная форма об'єднання, доброходного об'єднання селян. Вона ж називалася як першопочатково? Сільгасартель. І до 60-х годов був статут, то есть устав сільгасартелі. А колгас – коллективная господарка. Сельгасартель, да. Форма сельгасартель, доброходная по статуту, там, и так далее, и так далее. Да, ось, ну, я не буду поглубляться, потому что это все ведают люди, и вы сами добро это ведаете. Повторение мать учения.
Да. Немножко отступлю, потому что вы так интересно рассказываете, что у меня нет вопросов, вы сами угадываете эти вопросы, я просто сижу и слушаю, как на лекции. Ну, как на лекции. Подождите, я сейчас хочу вернуться, потому что уже потом это будет как бы поздно. Меня очень интересует быт деревенской семьи в тот момент. Вот вы сказали, по 3 человека спали на кровати. Было такое. На чем спали? Сеник. С чего матрасы были? Синик. Даже я спал на матрасах в деревне, у бабушки я спал. Это, конечно, непредсказуемый запах. Ну, конечно, не так мягко, правильно. Но это... Нет, спочатку мягко. Разы 3 в год. Меняли же. Да, разы 3-4 в год меняли. Обовязково меняли перед колядами, то есть перед Новым годом. Так, обовязково меняли перед Великоднем меняли. Ну и там под осень, максимум еще, значит, там и так далее. У нас ложек был борты, ложка были вот такие, это прикладно 30 сантиметров. Вот это ширина дошки 9 сантиметров. Вот прикладно такие борты высокие. И коли из домотканого полотна высыпали перетертый уже там труху такая, знаете, есть ватные матрасы, вот, у старых техниках ездишь, дадут тебе матрас. В одном месте много, а в других дошки отчувают. Пролежена такая. Да, пролежена, да. Ось так і сінник тягом часу він притоплювався. Ну, пролежен не було, але плющився. Ось, і це був обов'язок дітей, ну, подростків, замінити все це. Мы с задовольнением шли, помню, старейшие браты, и я за ими, я хвост ходил с старейшими братами. И у те часы колены там взрывали разные, значит, пни. Что правда взрывали, это для войны. Было чем, значит. И не выдавал их николи. У нас в семье было заведено так вот. Значит, и коли шли, то браты старейшие Аркадий, Петя, шли за меня, значит, шли. И они спочатку распорвали нитку, якой был зашитый сенник, а он широкий. Вытряхали это все, там корове под постел шло, солома, сена. А потом набивали, ой, это было кайф. Значит, так все так пахнет. И набивали вот такие вот. Так. Такие и туго набивали, что на его ляжешь, так кто не проваливался, он скотчился к краям. А потом, конечно, опускалось, потиху, нормально. Как большой семьи с дисциплиной было? Ведаете, что... Ну, я просто помню в свое время. Как у нас было. Я не скажу, что была некая такая жесткая дисциплина. Просто усі были утягнуты в процесс некий. Так. Вот я про то, что есть же дети, ну, опять же, есть же направление творческое мышление у детей, есть там до господарки, хтось там до культуры. Ці были такие моменты, как не гультайство, а от работы, от голода. Да, сачкануть. Это да, точно. Ну, у дитинства это нормально. У дитинства это нормально. Вот мой обовязок был, как я себе памятую, пасить свиней. Выгоняли? Пастух? Да, выгоняли, нет, своих свиней, там еще соседние хлопчики, девчонки выгоняли. Мы пасвили свиней. Значит, коли кустов там, коли жинали на поле женщины, как правило, вручную жинали. Нет, пасвили, выгнали, да и гуляете там у яких-то гулей. Ага. Как же так, вы догуляете? Я вам скажу, что у нас в деревне выгоняли свиней, и они собирались в кучу, и если была огромная лужа, они просто там балдели. Ну, так это лужи, колены сытые, а им есть. Или шли в дубовую рощу, они там желуди искали, или вообще под тень. То есть свиней мы не пасвили, они сами паслись. Не требовало пасить. Свиней пасти было самое прекрасное обовязок. Это у нас было не так. Чему не так? Потому что, по-перше, у нас литерально 40-50 метров от хаты починалися густые заросли. Заросли вот, можно и украсть поросенка. Коли б я ведал, я принес бы фото, сучасное фото. Значит, заросли починалися такие, это какое-то разнолесье. Ольха, береза, ложбины такие, где и летом стояла вода, там лозовые кусты. Лоза росла такими кустами по метру 40-50 довжинёй, кусты такие. Потом узвыши были невеликие, так назывались они там Град, Казьмітровка там, и так далее. Ось, які плавно тягнулися у бок вёски краї, это прикладно 7 километров от нас. Такий гущар был, что там, коли залезе нейка жывёліна, то не нойдешь ее. Это по-перше, а по-другое, там было шмат волков. После войны у наш двор забегали волки. Развелось после войны, это натурально, это была проблема, потому что, ну, неёмко казать, волков никто в войну не забивал.
Не да гэтага было. І па-другое, што многія ваўкі карысталіся тым, што знаходзілі забітых людзей і сталі канібаламі. У суседняй вёсцы я бачу хлопца, якога воўк схапіў за шыю, маці жала жыта, воўк схапіў за шыю, і толькі дзякуючы таму, што там ваўка перахапілі, і ён не перарваў яму сонную артэрыю, а так і застаўся са шрамамі на шыі, ён стаў афіцэрам савецкай арміі. І вось, якога цягнулі ваўкі. Воўк цягнуў на спіне, яго закінуў. 5гадовае дзіця закінуў на спіну і панёс яго. Вось. Так што такія былі. Поэтому свінням там не было чого, там не было чого робіць ім. Гразка там і так далей. А була вузкая полоса, яка падыходила до гародаў. У нас праз вёску праходзіць шаша, добрая шаша. Перед вайной будавалі, брукавалі каменнем. Шаша, якая літаральна ідзе з усходу на захад. У вёсцы ўсе, вот мои старэйшыя браты, Мікола вот жыве да гэтага часу, ён нарадзіўся 22 чэрвеня 30-го года. А ще був брат Володя, старейший, Марія. І вони всі розповідали, що у вёсці батька казав, маті казала, усі у вёсці казали, що з німцями війна буде. Поэтому я как историк, коли я чую, что... То есть у вёсцы все знали? Все казали, что будет война. Окромя руководства... Да, все война. Больше того. У нас есть у Осиповичах жила, и после войны сябравали, ну, нават приезжали на нас на веселье, семья, я всіх не ведаю. Але по прозвищу, их прозвище, фамилия, прозвище Малецкие было. Эта семья приехала до Заходней Беларуси. Ну так, Малецкая, польская фамилия. Да. Чему? И когда они ехали, я не ведаю, чему, но мы ехали с Фалич и заехали в нашу крайнюю хату. На вазах ехали. Конь был, по-моему, 2 кони. И он, Ромка и 2 дочки, амаль дорослых. Вось, они некое добро везли, ну, может, гроши там их были где-то. Это в каком году? Это было после долучения Заходней Беларуси до... То есть они... Где-то 40-й год. Они оттуда... Потому у меня почему вопрос возник? Чего ж они, поляки, уехали? Чему заехали? И они сказали, что... Почнется война, треба текать война от стороны... Далее на усход. И они доехали до Сиповича и думали, что сюда война не дойдет. Як не да, як, ну, як 300 километров. Так как обещали шапками закидать. Да. И... Ну, я на контрабіцання там закидання не ведаю, но вот это приклад. И они приехали, обосновались. Ну, как не ведаете? А песни пели? Нам только руки, винтовку. Я разумею, мой батька шил боты и напевал там, что чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Да. Вершок это 4 сантиметра. Если на нас кто нападет, война закончится на территории врага. Ну да, так, это ведомое. Это патриотично, такие был уздым и переконанные были. Но люди-то чувствуют. Ну вот я вам привожу приклад. Это не выдуманные абсолютно истории. Значит, Малецкие ехали туда, на всход, улічуючи, що до Белостока, якщо там 82-75 кілометрів від Городні, так? 300 километров до заходней границы, это около 400 километров до нашей, до нашей вёски. Ну, они думают, 400 точно не пройдут. Не пройдут, конечно, да. Это в 40-м году мы ехали. Да, спынились у нас передохнуть и затримались на день и на 2. Ну, их там и полоклали, и покормили, и коня поставили. У нас много было помешканию, было гумно свое великое, с топком, где молотили зерня, жито молотили. Вот все это. И так познакомились. И ездили до их и у войну, потому что дочка эта Малецкая працавала у столовцы немцев, приносила соль додому. И мои батьки... А соль во время войны это... Дефицит, как и мыло, и запалки, и так далее. У многих людей после войны, многие десятилетия в подвале ховали соль, закупляли. Десятками килограмм соль была. Мешками. Я еще захопил, когда там конфликт был с венграми в 56-м году. Я читал газеты, уже 4 класса ходил, читал газеты, с дымки памятаю. Значит, и люди говорили, война будет. И разгребали у краме, нашей військовой краме, соль разгребали мешками. Мешками. В том веку мои батьки брали мешок соли, на всякий выпадок. Вот такой был страх, что соли не будет. Во-первых, она недорогая, соль недорогая была, можно было взять. Другого так вот, познакомились с этими Малецкими, ездили, у них соль брали, там запалки доставали. А маті хлеб, сеяли зерня, пекла хлеб, возили боханы хлеба туды, батька ловил рыбу, значит, и вот так бартер шел, обмен культурный. Так что, коли кажут, что там
вайна нечакана. Я гісторык, па-першае, ну гэта мяне сёння выклікае ўжо усмешку, так? А па-другое, вот заповедаў землякоў сваіх, а я любіў размаўляць са старымі людзьмі. Шкада, што не ўсе размовы я запісваў. Вот гэта тое, що у мяне на дыктафон са сваёй сям'і запісана. Вось, ну дзеці казалі, што вайна будзе, дзеці. Вот Малецкія даехалі до Сіпович, а там осели, выкопали себе такую полземлянку зробили, то есть с толстоватых бервенняў, брат рассказывал Микола, обклали у земли и крыху наверхе. И накрыли дошками и дерном. И там прожили всю войну. Вот туда ездили, брат был там, бачил, як приходил немец, заляцался до дочки одной. И нават подаровал, как брат не подглядал, сквозь фиранку, фиранки на окна, занавеску. Потому что разделена была, это долгий барак был разделен на 3 частки занавесками. Ось. Так подаровал, зразумел, что малого не прогонишь, все равно цікавый. А Коля у меня брат был настырный такий, шустрый. И он и зараз шустрый, жаль, слабый уже. В Петербурге же я собираюсь сюда поехать в ближайшие дни. Ось. Так немец помахал ему пальчиком, бачил, что он подглядая. И как бы он отправить его, отдал ему гармоник губный. Той гармонік у нас захоўваўся до 60-х годов. Ось. Так что вот такие. Ну, а школа, вернемся до школы. Вот, после школы, хочу, еще есть такой очень интересный у меня вопрос. Ваше первое воспоминание, впечатление, первое, что вы помните вообще из своих детских... Первое, что вспомнил, и записал у брата Миколая, я его был несколько годов тому, и задал такое питание брату своему. Потому что я не мог завязать первый вспомин и час, у який час это было. Но я веду от чего-то штовхнуться. Потому что старейший за Миколая брат Володя первый раз пришел в отпуск. Его призывали в армию, но на самой справе. Не в армию отправили, а подучили на шахтера. И по сутности, як военно обовязанный, и он працавал на шахтах. Обновляли шахты, значит, и добывали, как брат говорил, рубили уголек. Там дисциплина была страшнейшая, чем в армии. И вот брат первый раз приехал в отпуск. Я спитав у Миколая, говорю, Коля, а скажи, коли ласка, у яким годі, коли приехал Володя первый раз в отпуск? Ну, мне называя, кажется, не только год скажу, то докладную дату. Ну, память. Я кажу, коли это было? Он каже, это было 31 снежня 1949 года. То есть декабрь, 31 декабря. Чему Коля запомнил? Потому что брат прислал телеграмму, я отошла до вёски, что будет ехать в Осиповичи. Осипович конечный пункт для его, треба выходит там. И брата пехотою отправили в 49-м году в Осиповичи, это 20, в той час было 8 километров. Когда он сустрел брата, разом шли до дома, в вёску. Но когда он приехал туды, никто на вокзале, пока он дошел, техник пришел. Брата нема нигде. И он походил, пришел до дома. И сказал, что Володя не приехал. И тогда моя мать, Кулина Павловна, она говорит, иди к Маринцы. Маринцы, это наша вёска, ну такой особничек такой, кусок вёски. Концы называют. Нигде на мапах белорусских немає її. Иди к Маринце. Маринца была гадалка по картах. Иди к Маринце и погадай, где наш Володя. И он приходит туды, ну так само там километр 1,5, меньше 2 километров он пришел. Коля живым пам'ятає видатно это. Каже, Маринка раскинула карты. Но я сказал проблему, что вот брат повинен был приехать, а брата нема. И он сходил в Осиповичи туды-сюды, пришел, брата нема. Домом пришел, и дом пришел с дома сюда. Мать отправила погадать у Маринки. Маринка раскинула карты, глядела, каже, знаешь, что, хлопец, ничего страшного нема, иди додому, твой брат дома. Кажу, ну як мой брат дома? Каже, я тільки з дому. Вот, ну полгодини там пройшло. Типа, може трошки болі. Вона каже, ні, хлопець, знову розкинула, ні, каже, іди додому, твой брат дома.
Ён прыходзіць дадому, а Володя дома. Оказывается, ехали еще два сябры, яны заехали до іх, далей проехали у вёску, такая Мачынскі ёсць, каля Дараганова, танцы Дараганова, якую проезжае, калі будете ехать праз Осиповича на Слуцк, там на Барановичи, праз Осиповича на Слуцк, на Барановичи, то вы проезжаете Дараганова, Фалічы и старые дороги. Ось, яны проехали туды, погуляли там у этой вёшачцы лясной и пришли до нас вечером под Новый год. И калі Коля пришел, то мы справили дома. Вот вернее вера, это так было. И я проснулся от этого гвалту, шуму там. У нас, вот чамусьці гэта знікла потом традыцыя. У нас было заведено так, как приезжал кто-нибудь далеку, людей отправляли в армию, как на войну. Плакали все. Значит, на шахте, как сказали, вот забрали его, тоже плакали. Как тут последний путь провожали. Да, потому что война же недавно закончилась. Ну что такое, скажем, вот для нас с вами, мы прожили 8 годов, так, например. Оглянемся назад, и мы же пролетели как один день. На жаль. Як я писав, жартом одному своєму сябру, день народження. У моїм житті, як і у твоїм, летять годи неспинно. Проходит тыдень днем одним, а день одной хвилиной. Ти не так? Так. Так. Ось. Поэтому война давила на психику людей. И все думали, что вот пошел человек в войско, ти вернется, ти не вернется, неведомо. Ось. И тут вернулся, и у батьки 2 брати, у матери 4 брати. Значит, и сестра еще, одних дядьков у меня 6. И вот они все приходили в хату. Ну, одразу починалося застолье от радости. На столе, конечно, свое домашний напой, якостный, стародорожская самогонка, вядома во всей Беларуси. Не сравнить ни с чем. Так. Вот. Батька, звичайно, у нас вельми шмат было рыбы у радцы. И рыбы столько, что и холодильников не было, морозильников не было. Зимой батька складывал шук, як дровы. У поляницу такую. Замерз, правда? Так. По твоему лежали вот так вот. Ось. Улетку рыбу солили у бочки, ловили, и это было доброе подспорье. Может, так мы зусім не дурные выросли, что смат рыбы ели. Правда, рыбу было вельми шмат. Мать смажила рыбу, я думаю, хоть бы зараз никто так заробил. Великая такая сковорода, нас называли дом балея. Я думаю, что это местовая назва. Я думаю, что местовая назва, потом полез условник, оказывается, балея, это великая сковорода с высокими бортами. Вот балея на семью. Вот там великие ковалки рыбы, насмажено сало. Ну, жир от сала у нас называли тук. Тук плавая, значит, сало. Мать добавляла там сметаны, молочка, цибули, там того, кропочку посыпля. И великие ковалки рыбы. Она такая смачная. Я вот зараз размовляю с вами, да, и у меня довольно мощнее працуют слюнные железы. То есть, сказать, вы в детстве не голодали? Вы не голодали. Был. Когда семья с руками, когда хозяин семьи, и когда живешь на земле и знаешь, что с этой землей делать, никогда с голода не умрешь. Нет. Я думаю, а коли была махчимость больше земли, иметь коня, то, конечно, батька мой был вельми прагны для працы. Почему не давали богатеть хозяину на земле? Бо він занадто самостойный. А что плохого в этом? А что плохого? Он не будет выполнять загады вверху. Почему? Ну как почему? Но самостойный он для себя. Пусть он для себя лично старается быть лучше среди 100 дворов, которые есть. Нет, так и он захочет еще больше. Его товар появится, и он на продажу пойдет, да. И он незалежно от колгаса может жить спокойно. На что мыть у колгас, Первое слово незалежно. Да, конечно. Ни в коем случае. Чому? Пробачте, колгаска, чому сьогодні я уже закраняю трошки політику, а вуглем будем позбегать этого, так? Чому сьогодні наш президент Беларуси, каже, що фермерство повинно стати брендом. Так? Брендом. Это он сказал. Ну, примерно последнее время. Да, опошнее, вот, да, что... То есть до этого он-то не говорил. Ну, так вот я и докажу. А чему 20 годов, 22 годы про это не казали? Колгасником можно керовать. Колгасник, я ж сам за этим стыкался, батька. Батька каже, дай коня бригадиру. Бригадир цар и бог и воинский начальник. Дай коня. Не, в колгасе треба працевать. Коня не дам. Ну, чим? Ну, на собі.
хай собі у нас було 60 соток. Бо покольки була велика сім'я, то допускалось, я не пам'ятаю докладно, по-моєму, після 7 дітей, ці 6 дітей, максимальна норма у той час для колгасника була 40 соток, максимальна. Але коли сім'я велика, то давали 60. От у нас велика сім'я, у нас по закону було 60 соток. Все це одним куском, коля чаліби, так, огорожено. Ось треба ж обробити її нічим, правда? На собі все не потягаєш. Поэтому батько, як чоловік майсторовитий, він робив ярмо, знаєте, що таке ярмо? Бикам клали. Конь тягне хомутом, да, грудиною. А чего и слово ярмо, как ярмо на шее? Да, ярмо на шее. А быкам, валам закладывали, потому что Волга это кастрированный бык. Вот, протонная сила. Аналогично устроены коровы. Все коровы у нас до середины 60-х годов, все коровы были обучены тягать плужок. Сошка была в батьке легко зроблена, з дерева, сошка, саха. Над її часом сміються, що о, саха – це допотопний інструмент, а на самій справі це вельми, скажімо, зручний інструмент. І він не випадково возник у нас, от, там, де велося лядне землеробство, коли висікали ліс, палили, потім розворювали, тому що плуг, який там ще в Римській імперії був винайдений, він має таку форму. І коли коріння в землі не згоріло, коли плуг залізе під низ, то конь або інша тяглова сила, або по стромці порве, або зломить приладу праці, і треба витягувати назад. А саха, прямий сошник має, вона наткнулася, хоп, і перескочила. Її пальцями так от чик, вона перескочила і і розколупувала землю. Ось. І от легенька сошка була, коли там кому-то потягати у батька зроблено. Плужок був свій. Все було своє. І корова. Обов'язково корова була обучена тягати. Більше того, батько зробив двуколку, таку легкую, і на неї возив невеликий тяжар, тому що корова кормилиця надавала молоко, а молоко – це сметана, це, як кажуть, отгон, які блини, там, це сироватка, як у нас сказали, це творог, це масло і так далі. Кормилиця. А вы у родителей своих не спрашивали впечатления царской при царе и при большевиках, как становилась вот и жизнь, и хозяйство, и... Ну, я криху закранув эту тему. Вот, когда селянам дали землю, так, поделили панскую землю, и они вздохнули, так. А что, до этого земли не было? Ну, у одних было больше, у других меньше. У батька мне перелічив по пальцах у нашей вёсцы. У нашій вёсці ще у 1795 році було 54 двори і проживало 300, коли мені не зміняє пам'ять, 310 душ. 795 год. Ось. А натурально, що у початку 20-го століття було значно більше. Так? Але батько по пальцях перелічив мені, ну, може на двох руках, заможні господарки, які забезпечували себе нормально. Тому що у нас землі не вельми такі відносно нейтральні, там є нейтральні, але не хапало на всіх добрих землях. Поэтому не так заможно жили, як подавалося многим. Колгас дав, свобода перша дала селянину, коли дали землю, і вона, звісно, дала можливість селянину розвернутися, тому що землі більше. Одна справа, коли земля належала і Радзівілам належала наша вёска, і Вітгенштейном, там, значить, потім Дорогану був такий, станція Дороганова, там могила його, значить, і зятя його могила, генерал-полковника Калагрівного. Значить, а пан Дороган здавав свою землю, сам жив у Петербургу, ну, майонток його там, Дороганова, там він похований. І жонка його до 30-х годов жила ще там. Ось, і пан здавав у оренду, ви уладальник землі, здали мені в оренду, я повинен взяти стільки, щоб дати собі моргу зняти свою і дати йому. Значит, такая все равно разница, что так подарки платишь, что так платишь аренду. Нет, коли я беру в оренду, то я стараюсь максимально вытянуть для себя и вам же. А коли напрямую, то часто бывает легче.
потому что не треба мне вырезать кусок когда хлеба. самостойно, не в колхозе, все равно надо платить. Ну, Что конечно. ты берешь в аренду, отдаешь хозяину, что ты работаешь не в колхозе, но все равно место аренды. Коли селянину дали землю, наделила советскую владу землю, конечно, селяне вздохнули. Ну, ведомо, да, ведомо, хороша зверстка пошла, а потім НЭП. До поры до времени, не сильно там вздохнули. НЭП дал мощнейший шок развитию господарки. Но это только момент, а потім знову... когда власть поняла, что надо отпустить вожжи, так, иначе вообще задохнется. Так, то же самое робили у 53-м году. В зв'язку з відміною. То ж саме було зроблено, ну, у інших формах, так, у іншому часі і іншими сродками. Було зроблено у соковику 65-го года, добре таки відомий мартовський пленум ЦК КПСС, на яким були прийняті вельми важні зрухи на зустріч селянину. Об этом и о многом другом, Александр Исаакович, нам придется поговорить в следующей программе. Неожиданно время закончилось. Ну, так бачите. Я просто не заметил, как пролетело это время. Настолько Александр Исаакович интересный рассказчик. Не знаю, дорогие зрители, что для себя что-нибудь вы цікавого услышали или нет, но мне было очень интересно слушать. И в конце программы я хочу спросить Александра Исааковича. Да вы это просто Александр. Александр Исаакович. Да, меня дома сейчас звали Саша, Олег. Сейчас объясню, почему Александр Исаакович. Помните, на начале программы я сказал, что знаю вас? Да, я запомнил. Какое ваше предположение? Где мы познакомились в первый раз? Коли 20 год тому, это 87 год. 92-й, да. 92-й. 93-й. Тяжко мне, хотя на память я не скажуся, тяжко мне сказать, что в 92-м году было. Я был доцент. Может, вы были студентом каким-нибудь там на академии? Сразу, с первого раза, первое предположение. Да, я был студентом. На каком факультете? Гидрофак. Тоді это был худший за 93-й год. 92-й. 92-й? Так. Кто у вас лекции читал? Не Зосимов Михаил Васильевич? Как раз вы. Тоді это был 93-й год. Ну, я говорю, 92-й. Я. Вы читали лекции? Так. Практику вел очень молодой преподаватель, к сожалению, я не помню. Ну, все-таки тоже прошло столько времени. Я не фамилия, это мог быть Герасимович, это мог быть Карбалевич. Это молодой очень парень, недавно, может, закончивший вуз и так далее. Наше с вами знакомство первое произошло на лекции, когда вы меня выгнали из аудитории. Не выгнали, а отправил. Отправил. Я ніколи не выгонял. Я ветливо пропонував покинуть аудиторию. Коли вам тут не подобается, то Не-не-не. На какой момент? Вы помните или нет? Не памятаю, не буду хлусить. Многих, наверное, вы отправляли. Редко вельми. Во время лекции я читал исторический роман. Так. И вы спросили, я спрятал, вы сказали, дайте, я вам отдам, и ничего, то есть никаких последствий не будет. Покажите, что вы читаете на моей лекции. Я вам показал, это был исторический роман. Вот. Ну и вы сказали, что раз вам это интереснее, то идите читать. Я говорю, вы же сказали, что никаких... Так последствий не будет там, что оценку там или что? Нет. Ну, в конце концов, мы с вами поспорили. Поговорили. Извините, сидит 5 групп, мне ж надо тоже, а я на факультете был не последний человек. Так. Мне ж нужно было тоже себя абсолютно просто так. Годность свою вы же сказали, что не предпримете никаких, а вы нарушаете свое слово. Ну, короче, вы решили, сказали, пообещали, я проверю твои знания. Можешь не посещать мои лекции, если ты такой, но я проверю твои знания на экзамене. Проверил? Дело в том, что я очень любил историю. Не дошли до экзамена? У меня автоматом были все зачеты и экзамены. И когда я к вам пришел просто подписать оценку, потому что преподаватель меня поставил, я был лучший в своей группе по истории. Ну, я и вы посмотрели, да, обошел меня. То есть, ну, нет, тут не обошел. Ну, то есть мы... Можно я криху приведу систему свою? Меня выпрацовался за шмат годов працы система. Ну, перше, я практично ніколи не скаржився у вищестоячій інстанції на студентів. Я ніколи не писав докладних там деканати, куди-небудь вищей.
за выключэннем выпадкаў, калі гэта выходзіла за межы, ну, не просто там некадысцыплінарна, так, а абсалютна непрыймальных выпадкаў. Такіх было ну, за 34 гады працы маёй у акадэміі. Былі адзінкі. Чаму я ніколі не пісаў? Дарэчы, едучы сюды, у аўтобус, у маршрутку села Тамара Піліпаўна, дэкан, былы дэкан аграэкалагічнага факультэта. Я їй кажу, Тамара, вона павіталася са мною, пазнала мяне, я її так само. Я кажу, Тамара Піліпаўна, я працаваў амаль на ўсіх факультэтах, акрамя зооінжынернага. І то я там заменял доцента, когда она поехала на стажировку, я 1,5 месяца, а так, ну, системно. Вот. И с усими деканами у меня, как становились такие добрые деловые стосунки. Мне было уведено в практику. Першым идти на факультет, я уже ведал, что я буду працаваць, там, что загадчик кафедры мае право размерковать, ну, на навучальный год, ты туды, туды. Вот. Все это, конечно, робилось по-деловому, нормально. Я шел одразу у деканат. Даю метод декана. Ну, некоторых я ведал добро, некоторых специально шел. Я говорю, ведаете, вот я буду на вашем факультете вести занятки по истории. Так я пошел и до декана Лагуна, Тихона Даниловича. Чему я сказал, у 83-м году я пошел, в 83-м году я пошел на гидрофак. Я тогда молодой кандидат наук, значит, пришел з аспірантури, попрацював, і загадчик кафедри професор Шитов накеровував мене на самий, як лічилося, тяжкий факультет. Тоді було 10 груп, 250 студентів. Ви уявляєте собі, що таке маса? От таких, як ви. 250 человек. Не вмещались в 701 аудиторию, пам'ятаєте? Так. І всі інженерні факультети, в основному хлопчуки, і всі такі амбіційні. А в той час особливо, там після армії. І треба було тримати в руках. І ось, я приходжу до декана і кажу, Тихон Данилович, а вже, ну, по академії, кажуть, шуточки пошли. Ну, на русском языке слушок пошел. Но вас побаивались. Каданчик потребовальный выкладчик. Так. Что, как сказал один из проректоров доброй памяти, пропуски не простит на лекции. Не так. Ну, я вспоминаю, как было, что лекции надо посещать. Так. Потому что... Я растлумачу. Я сказал студентам, вы маете право. У той час не было там записано, что студент должен посещать. Но не было там отрабатывать там или что, отпрацовывать. Я кажу, вы можете пропустить лекцию, я пропускал сам. Я ніколи, я казав своїм колегам, коли викладчик забув сам, як він сам був студентом, знаєте, вже нечто не тое. Поэтому я выдатно разумею психологию студента. Я студентам сказал так. Александр вы можете пропустить что мы об этой теме можем еще полчаса разговаривать. Нет, так мы уже не записываем. Записываем. Я про то хочу сказать, что, к сожалению, в молодости, да, студента ставить треба у такі умови, коли він розуміє, що він може робити гэта, але за гэта буде так. Возвращаясь к тому времени, я очень жалею, что я не посещал ваши лекции, потому что вы очень интересный рассказчик. В то время амбиции молодого человека были немножко в других направлениях. Ну и натурально, да. Да, поэтому очень... Треба его привести. Да, то есть это огромная, конечно, и задача и преподавателя, чтобы... Но тогда не было такого, ну, мы с годами понимаем, что мы теряем. Вот. И я бы много изменил в своей жизни, что касается студенческой жизни. Может быть, это Куницкий, Игорь Политович, может, еще кто. Может быть. Значит, я сам был молодым укладчиком, и надо мной так само, когда я пришел после университета сюда, по накированию я приехал в академию. У меня, до речи, был выбор, Гомельский университет. Короче, мы вернемся сейчас, не сейчас, мы вернемся к этому в следующей нашей программе. Спасибо большое. Мы не остановимся, потому что... Да, ну, до новых встреч и всего хорошего вам, дорогие зрители.